Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в стране и не только. Сегодня в выпуске. Тестовый пуск Асламджания посетил место проведения работ на высоковольтной линии электропередачи Ачгуара. Дни культуры. На абхазскому зрителю представлен спектакль «Белла» по мотивам романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Достойный сын своего отца. 110 лет со дня рождения писателя, журналиста, художника Георгия Гулия. Право на отдых. Очередной проект благотворительной организации «Керас». Президент Асламджания посетил место проведения работ на высоковольтной линии электропередачи Ачгуара. В инспекционной поездке главу государства сопровождала вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. В селе Ачгуара президент посетил место монтажа новых опор высоковольтной ЛЭП. Как доложил исполняющий обязанности главного инженера Черноморэнерго Руслан Кварча, к 23 января 2023 года все работы по монтажу новой линии электропередачи были завершены. После ремонта на ВЛ Ачгуара был произведен тестовый пуск на 5 часов при минимальной нагрузке. После окончания перетока электроэнергии из Российской Федерации можно будет протестировать линию при полной расчетной нагрузке с последующим вводом ее в эксплуатацию. В настоящее время производится монтаж нового грозотроса. Для завершения работ по его монтажу требуется 30 солнечных дней. Все необходимые материалы имеются в наличии. Монтаж грозотроса производится методом замены участков старой грозозащиты на новую, что позволяет эксплуатировать линию электропередачи до окончательного монтажа всей системы. Грозотрос будет висеть только тогда, когда будет очередной переток? Да, мы, К концу года, да, когда будет переток, остаток должен там быть. завершим, да. А сам грозотрос есть в наличии? Да, все в наличии. 35 километров грозотроса строим оптоволокном и 30 километров просто грозотроса. Да. Этого хватает. Встроено оптоволокно, это для телеметрии? Для информации, для связи, да, для телемеханики. Провод больше, чем на 2 метра нигде не провиснет. С учетом опор дополнительных, все будет хорошо. Я правильно все понял? Да, габариты. И граждане тоже все правильно поняли, все да? С самой линии она полностью смонтирована? Полностью смонтирована. Мы 23 января завершили работы все на ней. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, сообщает ТАСС. Документ был подписан в Санкт-Петербурге 29 июня прошлого года и внесен на ратификацию в Госдуму 21 февраля 2023 года Владимиром Путиным. Соглашение предусматривает, что стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. В связи с критическими высказываниями в СМИ политических деятелей и руководителей общественных организаций в Генеральной прокуратуре Абхазии разъяснили решение Следственного управления, принятого в отношении должностных лиц при подготовке и подписании соглашения о передаче в собственность объекта Пицунда. Уголовное законодательство Республики Абхазия предусматривает совершение преступления с умышленной формой вины либо по неосторожности. Такие стадии преступления, как приготовление и покушение, возможны только при совершении умышленных преступлений. Рассмотрены при проведении вышеуказанной проверки в действиях должностных лиц Госкомитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации и Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру состав халатности является одним из видов должностных преступлений, совершаемых только с неосторожной формой вины, что исключает возможность покушения на данный состав преступления. Халатность может быть совершена как способом неисполнения, так и ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей. Обязательным признаком является наступление общественно опасных последствий и наличие причинной связи между ненадлежащим поведением по службе должностного лица и наступившими последствиями.
В соответствии со статьями 7.1, 8.1 и 8.7 положения о порядке заключения двусторонних международных договоров Республики Абхазия, утвержденного указом президента Республики Абхазия за номером 260 от 6 октября 2021 года, международный договор вступает в силу для Республики Абхазия после выражения согласия государства на обязательность для него такого международного договора в предусмотренные в нем порядки и сроки. Формами выражения согласия Республики Абхазия на обязательность для нее двустороннего договора является ратификация. Международные договоры ратифицирует Народное собрание парламент Республики Абхазия. Ратификация международных договоров осуществляется в форме закона, который направляется в соответствии с Конституцией Республики Абхазия президенту Республики Абхазия для подписания и опубликования. Ввиду того, что соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования от 19 января 2022 года до настоящего времени не ратифицировано Народным собранием парламентом Республики Абхазия, в результате допущенной должностными лицами и государственных органов Республики Абхазия при подготовке и подписании указанного соглашения халатности не наступили последствия ввиду существенного нарушения охраняемых законов интересов общества и государства. Судебное разбирательство по громкому делу о хищениях в отношении экс-директора госкомпании «Абхазтоп» Беслана Авицба продолжается в Сухумском городском суде. Беслан Авицба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей. Ему вменяется совершение 8 эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества. На данный момент проводится опрос свидетелей. В материалах дела 79 свидетелей со стороны обвинения. Около 40 человек уже опрошены. На прошедшем заседании были заслушаны показания свидетеля, который занят реализацией топлива, то есть владеет своей заправкой. Он рассказал суду, что приобретал топливо в Абхазтоп под реализацию. Свидетель утверждал, что все средства приносил в компанию и наличными передавал в кассу в присутствии генерального директора Авицба. Бывали, по словам свидетеля, и случаи, когда средства в присутствии директора передавались иным работникам, а те уже отдавали наличные в кассу. При этом никаких подтверждающих квитанций не выдавалось. В итоге, как оказалось, у свидетеля образовалась задолженность в 5 миллионов рублей. У жительницы города Сухум изъято наркотическое средство в крупном размере. А сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Ткварчалскому району раскрыто преступление имущественного характера. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Ткварчалскому району. Задержаны двое граждан: Твартвая Риваз Анатольевич, 1987 года рождения, и Тхайцук Дмитрий Михайлович, 1995 года рождения. Последние в отсутствие охранника путем взлома входной двери проникли в помещение Ткварчалского жилищно-коммунального хозяйства, откуда тайно похитили денежные средства из кабинета кассира, а также личные вещи, принадлежащие начальнику данного учреждения. Незамедлительно принятыми оперативными мерами злоумышленники были задержаны сотрудниками милиции. Похищено изъято. По данному факту в отношении вышеназванных лиц по признакам преступления, предусмотренного пунктами А, Б, В части 2 статьи 155 Уголовного кодекса Республики, следственной группой Ткварчалского РОВД возбуждено уголовное дело. Риваз Твартвая и Дмитрий Тхайцук санкционированы к содержанию под стражей. Наркотическое вещество в крупном размере изъято у жительницы столицы Гумба Сусаны Акакиевны, 1972 года рождения. Последняя была задержана в результате проведения оперативных мероприятий с сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с уголовным розыском Гулырыбского отдела внутренних дел на посту ГАИ Мачара. При личном досмотре у женщины изъято порядка 5 грамм наркотического средства каннабис. По данному факту в отношении гражданки Гумба по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Решением суда Гулырыбского района Сусана Гумба помещена под домашний арест. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гулырыбскому району.
К другим новостям. Дни культуры Чеченской Республики в Абхазии торжественно открыты. Церемония состоялась в понедельник вечером в Русдраме при участии делегации Министерства культуры Чечни и министра культуры Даура Ковя. Абхазскому зрителю был представлен спектакль «Белла» по мотивам романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Репортаж Асиды Малия. Актеры Чеченского государственного русского драматического театра имени Михаила Лермонтова в гримерках Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Абхазии чувствуют себя словно дома. Позади репетиция на новой сцене, впереди ответственная миссия. Ведь труппе предстоит не обычное выступление, а открытие этим спектаклем Дней культуры Чеченской Республики в Абхазии. Для показа был выбран спектакль «Белла» по мотивам социально-психологического романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Ставил спектакль Юрий Демин, московский режиссер. Это наша кавказская тема, поэтому она нам ближе. И выбор пал именно поэтому на этот спектакль. Наш театр за долгое время здесь впервые. Нам выпала честь открыть Дни культуры Чеченской Республики в Абхазии. И очень волнительно, волнуемся, страшно. Постараемся, чтобы вам понравилось. Выложимся на полную. Труппа театра, основанного еще в 1938 году, приезжает с гастролями в Абхазию впервые. В репертуаре 17 спектаклей по произведениям отечественной и мировой драматургии. Актеры в основном молодые, в их числе выпускники кафедры актерское искусство Чеченского госуниверситета. Самобытность культуры народов Кавказа всегда занимала и занимает свое место в мировой культуре. И развитие этих отношений между братскими народами позволяет обмениваться опытом и, конечно же, укреплять связи. Любые связи культурные, которые мы можем развивать, обладают колоссальной ценностью. Особенно, если речь идет о связях с нашими дружественными, братскими народами. Сегодня есть возможность в рамках Дней культуры Чеченской Республики в Абхазии приступить к качественно новому этапу развития наших культурных связей. Впервые русский драматический театр из города Грозный в Абхазии на гастролях. Мы очень надеемся, что в ближайшее время и мы покажем свои спектакли на сцене этого театра. Есть давние связи, сотрудничества, дружбы между Абхазским театром имени Самсона Чанба и Национальным театром Чеченской Республики. На церемонии открытия представитель чеченской делегации зачитал приветственный адрес от имени главы республики Рамзана Кадырова. Народы Чеченской Республики и Республики Абхазия на протяжении сотен лет и по сегодняшний день сохранили свои жизненные уклады, традиции и, самое главное, дружбу между народами, которая была завещана нам нашими предками. Желаю всем жителям Республики Абхазия мира и благополучия. Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Марет Байсарова поблагодарила руководство республики и Министерство культуры Абхазии за теплый прием. От имени министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой она зачитала приветственный адрес. Не так давно родилась добрая традиция устраивать Дни культуры народов. Сегодня мы рады быть здесь, на гостеприимной земле Братской Республики Абхазии. Язык культуры понятен любому человеку в любой точке мира. И все дни чеченской культуры мы разговариваем и рассказываем о своей республике именно на этом языке. От души желаю братскому народу Абхазии и всем, кто принимает участие в мероприятиях Дней чеченской культуры, мира и процветания. Министр культуры Абхазии Даур Ковы в свою очередь отметил, что проведение Дней культуры Чеченской Республики – событие знаковое в деле укрепления и развития абхазо-чеченских культурных связей. Особенно приятно и символично совпадение проведения этого мероприятия с годом празднования 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, в которой участвовали добровольцы из Чечни. Если говорить о перспективе взаимодействия и дальнейшем развитии культурных связей, очевидно, что они в активной фазе. Генеральный директор Русдрама Ираклий Хинтба поделился информацией о том, что, возможно, в обозримом будущем труппа театра под его руководством с гастролями побывает в Чечне. А пока абхазские зрители пользуются возможностью окунуться в мир творчества чеченских артистов. Асида Малия, Константин Парулу, Абхазское телевидение.
14 марта исполнилось 110 лет со дня рождения писателя, журналиста, художника Георгия Гулия. Широкому кругу читателей Георгий Гулия известен как прозаик. Его рассказы, повести, романы влюбляли в себя сотни читателей и в России, и Абхазии. Произведения Георгия Гулия созданы на реальных историях, на основе наблюдений за жизнью сограждан. «Добрый город», «Кама», «Друзья» из Сакина, «Каштановый дом» и другие. Это далеко не весь перечень его произведений, написанных в разных жанрах. По мотивам рассказа «Под чужим небом» Дмитрий Гулия он написал рассказ «На скате». Через 6 лет издана книга «Месть». А мировую славу писателю принесла «Весна в Сакине». Повесть, посвященная жизни абхазской молодежи, полная жизненной правды, в которой поэтично описана картина жизни абхазского селения. В честь памятной даты заслуженного деятеля искусства Абхазской ССР в литературном мемориальном музее Дмитрия Гулия состоялся вечер. Читали строки из произведений Георгия Гулия и говорили о юморе. Гулиевском юморе, который, как считают и современные писатели и читатели, уникален и своеобразен. Специальный репортаж Асиды Малия о жизни и творчестве Георгия Гулия смотрите в нашей сегодняшней программе. «Право на отдых» – так называется проект благотворительной организации «Киараз», запущенный в начале этого года. Женщинам, потерявшим на войне близких людей, предоставляется возможность отдохнуть и поправить здоровье в пансионате «Самшитовая роща». Реализация мероприятия стала возможной при поддержке государства. С участницами проекта пообщалась Гугуца Вардания. У войны не женское лицо, но в тяжелейшие для нашей страны времена эти женщины проявляли стойкость, мужество и героизм. У каждой из них своя сложная история. Они матери и жены героев, которые не вернулись с поля боя, защищая родину. Прошло 30 лет после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Они научились жить с болью и воспоминаниями, а еще быть сильными и никогда не сдаваться. Позабыв о себе, они воспитывали детей, работали и в одиночку поднимали их на ноги. Сегодня, впервые за долгое время, у них появилась возможность отдохнуть. В благотворительной организации «Киараз» был организован проект, в рамках которого супруги и матери ветеранов могут провести оздоровительный отдых в Самшитовой роще, а еще посетить красивейшие места нашей страны. Роза Гогия потеряла двоих сыновей – Муртаза и Тенгиза. Вначале на фронт ушел старший сын Муртаз. Младшему Тамазу было всего 17, но он тоже решил идти защищать родину. В тот день, вспоминает мать, чтобы младший сын не ушел воевать, она постирала практически всю его одежду. Муртаз с фронта не вернулся, а Тенгиза не стало, когда ему было 37 лет. После войны он много болел. Имудзитым царайбышры избанокзы и рубусшустрина каметьякун еще даже я бас вертолет кушаваз хварцак замыз 12 часов ткачали арцакун я хварцак замыз дахай рай чику бередчен дзершамзи чику бередчен сархас шанани эцбуси тенку вертолет квайт они саснак снама топазгизгна kana дзидзастли сырбази дым царца. Супруг Людмилы Поповой, герой Абхазии, Резо Гоги, одним из первых встал на защиту родины. Прикрывая своих боевых товарищей, погиб в первый же день войны, 14 августа 1992-го. Женщина осталась с 3 малолетними детьми на руках. Когда пошли вот эти грузины, они в Арчели поехали с группой, должны были взять какое-то подкрепление. И вот на повороте, Чемчерском повороте, вот там он оставил группу, пошел к Арчели, должен был вернуться с кем-то, попал в засаду. И сказал, что вы отомстите за меня, я вас прикрою, иначе мы все погибнем. То есть он прикрыл собой? Да. У меня 3 детей, 3 девочки, 8 лет, 3 года и 2 года. Всех воспитали, всех подняли. На абхазском языке говорят, разговаривают. На тот момент им было, да? 8 старшей и 2 года маленькой. Да. Положительные эмоции, фотографии и экскурсии. Женщины рассказывают, что впервые за долгое время им удалось отдохнуть и провести время в оздоровительном комплексе.
Автор идеи – соучредитель благотворительного фонда «Киарас», супруга героя Абхазии Мушни Хварцкия Наталья Милованова. Собрав списки женщин со всех районов страны, она вместе с коллегами из «Киараза» взялась за работу. Проект стартовал в январе 2023 года. Тогда в течение недели в Самшитовой роще отдохнули и прошли оздоровительные процедуры 6 человек. Сейчас 9. Проект получил финансовую поддержку от государства. В завершении отдыха была организована экскурсия в Рицинский национальный реликтовый парк. Данный проект будет иметь продолжение. Многие из этих женщин до этого не были знакомы, а сегодня не могут представить и дня без общения. Перед отъездом они долго не могли расстаться и наговориться за уютным столом в абхазском дворике на Рице, в котором их гостеприимно приняли. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 15-16 марта состоятся памятные мероприятия, посвященные 30-й годовщине мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии. 15 марта в 16 часов в Музее боевой славы имени Ардзинба откроется фотовыставка погибших в мартовской операции. В музее также состоится памятный вечер. Будет показан документальный фильм. 15 марта в 18 часов в Абхазском государственном театре будет развернута фотовыставка военного фотокора Виталия Кецпа. А в витражном зале состоится выступление Государственной хоровой капеллы. В 19 часов здесь же будет показан спектакль «Гумистинская баллада» по пьесе Анзора Мукба. 16 марта в 10 часов в Парке Славы начнется церемония возложения цветов. В 16 часов акция памяти у Гумистинского моста. В 17 часов возложение цветов к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера. Зажжение свечей в память о погибших в мартовском наступлении. Мероприятие, посвященное 30-й годовщине мартовской наступательной операции, организует Министерство культуры, столичная администрация и Сухумское высшее общевойсковое командное училище. Продолжаем выпуск. Сухум и Казань стали городами-побратимами. Официальное соглашение о сотрудничестве подписали главы администрации Беслан-Эшба и Эльсур Медшин. Стороны договорились содействовать развитию и укреплению сотрудничества в области культуры в сфере молодежной политики, образования, физкультуры и спорта. Также будут развивать сотрудничество в области промышленности и строительства, развития предпринимательства и туризма, в сфере внедрения современных информационных технологий, а также осуществлять сотрудничество и обмен опытом в сфере архитектуры и градостроительства. Баталчежье стал обладателем титула чемпиона России во втором среднем весе в рамках вечера профессионального бокса, который прошел 13 марта в Москве. Соперником Баталчежья был мастер спорта России, чемпион Северокавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурат Далхаев. Баталчежье одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде. Для нашего спортсмена эта победа стала 12-й в карьере. Свою победу Чежье посвятил ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Баталчежье – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Пробокс». На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения. И еще одна приятная новость, особенно для любителей животных. В соседнем Сочи нашлась верблюдица Зухра, брошенная в сафари-парке и потерявшаяся в его окрестностях. Как рассказал председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин, верблюды Кеша и Зухра потерялись еще в феврале. Кеша нашелся спустя какое-то время, а на поиски Зухры ушло чуть больше месяца. В целом, более 20 животных, включая краснокнижных, которых спасли из парка, адаптировались к новым условиям и находится под присмотром кураторов общества. Сафари-парк открылся в Сочи в 2020 году. На площади в 150 гектаров содержалось около 100 видов животных, для которых изначально планировали создать комфортную среду обитания. Однако позже владельцы фактически бросили проект на произвол судьбы. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 15 марта на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до скорых встреч.